5 образовательных учреждений столицы и Центра опережающей подготовки представили обширную профориентационную программу для будущих студентов. Ребятам не только рассказали и показали, но и дали возможность примерить профессии на себя. Это современная методика профориентационного мероприятия. То есть они могут себя попробовать в различной сфере деятельности и узнать, действительно ли эта деятельность ему подходит. В современных условиях для того, чтобы заинтересовать детей пойти вот в тех или иных направлениях, нужно более креативно подходить вообще вот к этому, да, и использовать разные площадки. Поэтому вот то, что сегодня именно в историческом парке происходит, действительно тоже очень интересно. Абитуриенты и их родители смогли поучаствовать в открытых диалогах, посмотреть презентации программ среднего профессионального образования, ну а лучшие профориентологи столицы провели для них профориентационный квиз и семинары-тренинги. Образовательные учреждения подготовили профориентационные мастер-классы. Представляем 6 основных наших специальностей. Это зоотехния, ветеринария, агрономия, технология продукции животного происхождения, водные биоресурсы и аквакультура и вот землеустройство. Для представления, например, каких-либо специфических именно вот профессиональных навыков именно как раз-таки представлены определение, например, содержания сахара в яблоках, определение органических свойств молока, например, да, или, например, определение качества вот, яиц и так далее. Кроме того, без 5 минут студенты смогли познакомиться и пообщаться с преподавателями и студентами, напрямую задать все интересующие их вопросы об учебе и студенческой жизни, что бесспорно поможет им определиться с выбором профессии. Я вот перешел в 11 класс. Начинаю задумываться, конечно, о профессии, но очень много на самом деле предметов. Вот за 10 класс вы учитесь, например. То есть уже после 9 класса вас заставляют выбирать именно в каком классе вы должны учиться. Я сюда пришел попробовать информатику, так как хочу свою жизнь связать с биоинженерией. Масштабное мероприятие «Ночь профориентации» состоялось в Якутске впервые, но уже сейчас понятно, что такого рода мероприятия актуальны среди будущих студентов. Зал исторического парка собрал множество заинтересованных ребят, для которых выбор будущей профессии не пустой звук. А это значит, «Ночь профориентации» проводится не последний раз. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск.